Таджикистан никогда не поступится землями исконно и по праву принадлежащими ему. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие уверенные заявления сделал Сираджидин Мухридин. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Все средства мирного урегулирования вопроса исчерпаны, заявляют эксперты-международники. Но два братских народа не должны страдать в геополитическом столкновении. Необходимо найти точки соприкосновения между странами, отмечают эксперты. МИД Таджикистана еще раз подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны и главы внешнеполитических ведомств, и они подробно обсудили сложившуюся ситуацию 28-29 апреля 2021 года, сложную ситуацию в приграничных районах двух стран. Сираджидин Мухридин подчеркнул, что Таджикистан полон решимости путем переговоров, поиска взаимоприемлемых решений и с учетом своих национальных интересов поступательно решать вопросы, связанные с делимитацией, демаркацией линии государственной границы с Кыргызстаном. При этом он заявил, что Таджикистан никогда не поступится землями исконно и по праву принадлежащему ему. Министр подчеркнул важность решения всех вопросов государственной границы исключительно путем переговоров. Отметили недопустимость попыток провокаций со стороны отдельных заинтересованных лиц, которые ведут к дальнейшей эскалации ситуации. Министр отметил, что отсутствие доверия на приграничных районах может привести к возникновению новых инцидентов и привлечь за собой серьезные последствия, в частности, жертвы среди мирного населения двух соседних государств. Глава внешнеполитического ведомства согласился, что в решении сложных вопросов государственной границы необходимо проявлять твердую политическую волю. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Во всех политических вопросах, тем более в такой серьезной геополитической проблеме, имеются интересы третьих стран. Центральная Азия – это объект, и Киргизия, Таджикистан – это объект заинтересованности многих глобальных игроков. Также администрация Сагдийской области призывала жителей не поддаваться на провокации и не верить беспочвенным слухам о ситуации на таджикско-кыргызской границе. Таджикистан всегда стремится к миру и стабильности в регионе. Вчерашние столкновения на таджикско-кыргызской границе вызвали обеспокоенность с обеих сторон. Совместными усилиями руководителей соответствующих ведомств стороны договорились прекратить боевые действия в приграничных районах Сагдийской и Баткенской областей и вывести войска и военную технику, отмечается в обращении. В нем также отмечено, что в настоящее время совместная рабочая группа работает вместе и надеется на мирное решение конфликта. Таджикская сторона соблюдает режим прекращения огня и в настоящее время сохраняет спокойствие на границе. Перемирие соблюдается на всей территории города Исфара и Бабаджон Гафуровского района. Но, к сожалению, некоторые новостные сайты с соседней страны, используя ситуацию, занимаются подстрекательством, подчеркнуто в обращении. В связи с этим власти Сагдийской области призывают граждан не верить недостоверной информации и не допускать провокаций. В такой ситуации информацию следует получать из надежных источников, а не верить беспочвенным слухам, отмечено в обращении. Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта Головной между жителями приграничных районов двух стран, а 29 апреля перешел в вооруженное столкновение. К вечеру была достигнута договоренность о перемирии. В настоящее время в приграничных зонах относительно спокойно, но ситуация остается напряженной. Сообщается, что в ходе боестолкновений с обеих сторон пострадали более 200 граждан и более 20 погибли. Вы согласны, что мы братья и должны решать все мирным путем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Решение тут должно быть только одно – дружба и сотрудничество. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.